Новости в эфире. В студии Алексей Соколов. Здравствуйте. 11 лет колонии строгого режима. Жителя Нерюнгри приговорили за распространение наркотиков. Вакцина для пожилых. Приоритет во время вакцинации от коронавируса получат люди пожилого возраста. В Алдане благодаря инициативе добровольцев появился пункт взаимопомощи. Часть жильцов дома по улице Шевченко, в котором сегодня утром случился пожар в Якутске, разъехалась по родственникам. Напомним, сегодня в столице в двухэтажном жилом доме вспыхнул пожар в одной из квартир, в которой позднее пожарные обнаружили погибшего. Его личность устанавливается следователями. По словам жильцов этого дома, именно с этой квартиры во втором подъезде на первом этаже началось возгорание. Пожарная сигнализация, которая была установлена в подъездах, не сработала, и жильцам пришлось дозваниваться до оперативных служб самостоятельно. Уже после обнаружения дыма в подъезде. Согласно оперативной информации регионального МЧС, после телефонного звонка в пожарно-спасательную службу наряд прибыл на место происшествия уже через 5 минут. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела квартира во втором подъезде. С места пожара сотрудниками МЧС было эвакуировано 10 человек. Ну, расскажите вообще сейчас. Начали соседи стучаться. Пожар. Все, мы все на улицу повыбегали, взяли документы. Вон, 12-я квартира начала гореть. Когда она начала гореть, и начали окна выбивать. И все, дальше пошло и поехало. А вообще сейчас какие меры предприняты? Отключили электричество или что? Электричество отключили, отопление отключили. Сказали, что сегодня дадут. А когда дадут, мы не знаем. Вообще без понятия. Пока управа молчит. Видите, никого нету. Где они все? Отопление, воду слили, отключили. Дома холодно? Нет, тепло? Так, но все равно у нас же нету газа, у нас электричество. Как детей кормить? Вообще, что делать? А я не знаю. Нерюнгринский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего нерюнгринца. Он признан виновным в совершении преступления по незаконному сбыту наркотических средств в значительном и крупном размерах. Суд установил, что в марте 2020 года житель города разместил в своем чате программы обмена шифрованными сообщениями, доступное для неограниченного круга лиц предложение о продаже бесконтактным способом наркотического средства синтетического происхождения. В марте и апреле прошлого года через оборудованные им на территории города Нерюнгри тайники, так называемые закладки, молодой человек сбывал потребителям наркотики. Преступная деятельность подсудимого пресечена сотрудниками транспортной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Наркотическое средство изъято из незаконного оборота. Суд приговорил жителя города к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Вакцинация от коронавируса в республике будет проводиться с приоритетом в отношении жителей старшего поколения. По данным управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю наблюдается четкая стабилизация эпидситуации. В сутки в среднем выявляется от 80 до 90 заболевших. В настоящее время врачи борются за жизнь 36 тяжелых и 11 крайне тяжелых больных. Вакцинация активно проводится во всех районах республики. Ожидается поставка дополнительной партии вакцины в количестве 15 тысяч доз. В целом Якутия должна получить 44 тысячи доз. Как подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев в ходе заседания оперштаба, при получении дополнительных доз вакцины приоритет должен отдаваться гражданам старшего поколения, так как они находятся в группе особого риска. Об этом своевременно должны быть извещены как районные оперативные штабы, так и учреждения здравоохранения. Тем временем на предприятиях республики продолжаются контрольные мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенических правил. Так, за прошедшую неделю административная комиссия и оперштаб провели более 900 выездных рейдов на объектах торговли, общепита и развлекательных центров в Якутске и 18 муниципальных образованиях. По итогам проверок составлено 42 протокола об административном правонарушении и 72 дела направлено в суд. В столице республики комиссия провела более 500 выездных рейдов. Из них 425 объектах торговли, 77 объектах общепита, 21 объекте бытовых услуг, 8 развлекательных центров и в 2 фитнес-центрах. Составлено 1 протокол об административном правонарушении и 5 актов комиссионного осмотра. Всего выдано 22 предостережения и проведено 162 профилактических беседы.
Регионам станет проще получить субсидии от государства на строительство социальных учреждений для людей старшего возраста. Соответствующее решение принято правительством страны. Для этого предусмотрена отсрочка в подаче целого ряда документов. В их числе свидетельство о праве собственности на земельный участок, разрешение на строительство, заключение государственной экспертизы на проект. Теперь их можно будет направить уже после подписания соглашения о предоставлении господдержки, но не позже 1 июля года, предшествующего строительству. До этого будет достаточно заявки на получение субсидий и обоснования на включение объекта в проект федеральной адресной инвестиционной программы. Ростуризм рассчитывает возобновить программу туристического кэшбэка уже в феврале, сообщила глава ведомства Зарина Дагузова на форуме «Внутренний туризм. Новые возможности», который прошел в Улан-Удэ. Как сообщается, основные условия останутся прежними. Туристы, купившие туры по России или забронировавшие отели внутри страны и оплатившие покупку картой МИР, получат обратно 20% стоимости покупки в течение 5 дней. Карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности МИР. Деньги перечислят на нее же. По 2 первым этапам программы продано туров на 6,5 миллиардов рублей, а общая сумма возврата составила 1,2 миллиарда. На фоне пандемии данная программа позволила удержать сокращение российского внутреннего турпотока на уровне 60% относительно 2019 года. Декада российской науки в СВФУ. Сегодня проходит заключительный день мероприятий. На торжественном заседании присутствовали представители не только вуза, но и члены правительства, администрации Якутска и других организаций. В рамках декады прошло более 45 мероприятий. Это открытые лекции, семинары, мастер-классы, дискуссионные площадки. Мероприятия ориентированы на массовость, направлены на популяризацию научных знаний, формирование интересов к науке у молодежи и обсуждение актуальных вопросов. Именно сегодня, в день праздника, проходит подведение итогов. Проводится подведение итогов по результатам научной деятельности не только у нас в университете, но и в целом по республике. На торжественном заседании принимают участие и члены правительства, министерства, ведомства, мэрия, крупные научные организации, научно-образовательные организации. И каждый из них вручает свои государственные награды. В Алдане появился пункт взаимопомощи. Инициаторами его открытия выступили добровольцы, общественные организации «Дари добро». Тех, кто желает дарить помощь, и тех, кто в ней нуждается, немало. Пункт взаимопомощи станет своеобразным балансиром. Благотворительный проект волонтеры реализуют уже 5 лет. С открытием пункта «Дарить добро» станет еще легче. Подробности в нашем следующем материале. Одежда, книги, продукты, детское питание. Выкладка как в супермаркете, но отсутствие ценников не смущает. Абсолютно все вещи можно приобрести бесплатно. В цоколе городской многоэтажки, где ранее находилась торговая точка, расположился пункт взаимопомощи. Помещение благотворительной организации предоставила администрация города. Сама идея проекта стала результатом проведения акции «Из рук в руки», которая была направлена на сбор и дальнейшую раздачу вещей для нуждающихся. Жители нашего города стали активно принимать участие в нашей акции. Мы ее запустили в 2016 году. Сбор и раздача вещей велись в основном офисе «Дари добро» 2 раза в месяц. Реализация проекта была сопряжена с неудобствами. Во-первых, в зале не хватало места. Во-вторых, не каждый мог прийти по графику. Теперь пункт взаимопомощи будет работать ежедневно. Желаю я им удачи, успехов, процветания, всего хорошего. Что работают здесь такие молодые, красивые, наши талантливые люди Золотого Алдана. С новосельем «Дари добро» поздравили преподаватели Алданского политехникума. Гости пожелали хозяевам процветания и удачи, отметив бесценность социальной направленности проекта. И наши студенты тоже постоянно участвуют в акциях, которые проводит и организация общественная «Дари добро». Поэтому, конечно, очень хорошо, что у них появилось свое такое серьезное место, куда можно будет прийти в любое время. Пункт взаимопомощи готов принять первых посетителей. Одежда развешана на стеллажах, книги, игрушки и продукты разложены по полочкам, а в зале оборудованы 2 примерочные. К работе волонтер Ирина Истомина готова. Она будет принимать и выдавать вещи. Они оказывают какую-то там помощь, то есть приносят вещи, да. Другие приходят, что-то берут себе, то, что им именно нужно. Вообще я считаю, что эта организация очень нужная в городе Алдане. Она должна существовать, она должна процветать. Добровольцы убеждены, с открытием пункта масштаб
масштаб проекта «Из рук в руки» возрастет в разы. Как показывает жизнь, такие точки востребованы повсеместно. Прием и раздача вещей действуют как в городах и поселках Алданского района, так и в соседнем Нерюнгри. В поселке Чульман мы открыли, в Алексеевске и в поселке городского типа Куранах, Нижний Куранах. Как известно, рука дающего не оскудеет, а помощь от сердца приносит огромное благо тому, кто ее получает. Добровольцы «Дари добро» отмечают удивительный баланс. Тех, кто желает помогать, и тех, кто нуждается в помощи, обычно оказывается поровну. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Очередной фурор юных якутян во всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Земля талантов». Напомним, региональный этап всероссийского конкурса проводится уже 4-й год подряд. За это время в конкурсе приняли участие около 300 коллективов и свыше 1200 детей из Якутии. О том, как выступила республика в этом году, рассказывает Анна Васильева. Около 100 коллективов, более 400 юных, одаренных детей со всех уголков республики. Уже 4-й год подряд Якутия принимает участие в конкурсе «Земля талантов». Но 2020 год, несмотря на дистанционный формат проведения, оказался особенно триумфальным. Конкурс проходил по тематике «Дети войны». И, соответственно, наш номер назывался «Мама, не плачь», где танцевали дети как в роли мам с детьми, да, и показывали военное время, как мама переживает, как ребенок поддерживает маму. А дипломант первой степени Антон Жарков посвятил свое выступление воспоминаниям такого же мальчишки-подростка, как он сам, но сумевшего пережить концлагерь. В нем рассказывается, как в те годы Анатолию Ванукевичу еще не исполнилось 13 лет, как он попал в нечеловеческие условия, потерял родителей, видел голод, холод, бесчисленные жертвы неповинных людей. И в своей статье он рассказывает о том, как ему хотелось выжить и рассказать об этом всем людям. Специального приза жюри удостоилась и пятиклассница из Якутска. Она презентовала авторскую документальную книгу «Война украла наше детство». Примечательно, что девочка записала реальные истории соседей земляков-жатайцев, детей войны. Я решила писать именно Жатая, так как мною не было найдено именно воспоминаний о детей войны поселка Жатай. Было написано именно Жатая, именно о самих ветеранах, а о детях войны я не нашла. Конкурс «Земля талантов» с каждым годом обретает все больший размах. Школьники из Якутии раскрывают свои таланты в области хореографии, вокала, литературного творчества. Уже через месяц объявят тематику конкурса этого года. Земля талантов, мы тебя любим! Анна Васильева, Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Якутск. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки, держать социальную дистанцию. Берегите себя и своих близких. Удачи вам!